не просто наполнить свой холодильник, что тоже немаловажно, конечно, но и развивать свою культуру, свой быт, свою вот этот особенный колорит. И это, в принципе, наша миссия. Для этого и нам и нужно наше абхазское государство. Та же самая команда с 2010 года по 2014 год получила безвозмездной помощи со стороны Российской Федерации порядка $1 миллиарда США. Эти деньги были потрачены на какие-то рекламные проекты типа стадиона и так далее. Да, были какие-то направления профинансированы необходимые, но вот так вот в целом, чтобы изменить Абхазию, этого мы не увидели. Даже энергетический вопрос. Если бы часть этих денег была направлена на энергетику, конечно, мы сегодня не имели бы таких проблем. Более того, энергетическая отрасль приносила бы нам существенный доход. Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Конец декабря. Мы подводим, как правило, итоги. Не только мы, это вообще дебет с кредитом вся страна сводит. И мы сейчас сегодня попытаемся это сделать. Сегодня у нас в гостях лидер Абхазского национального движения Адгур Арзенба. И, наверное, мы начнем первое с экономики. В общем-то, в первом чтении принят бюджет. У нас дефицит бюджета образовывается в 1,4 миллиарда. Президент Абхазии Аслан Джаня вместе с исполнительной властью, он объясняет, что, в принципе, кризис, который у нас уже долгоиграющий, выход из него, это самостоятельно невозможен, и нужно, в общем-то, чем-то поделиться. То есть поделиться в основном как бы своими активами. Сейчас речь идет и об энергетике, речь идет о необходимости строительства апартаментов. Естественно, мы еще и должны там госдачу в том виде, в котором, в общем, был подписан соглашение, передать России и так далее. То есть вот такая, в общем-то, реформаторская тактика, если так можно выразиться, у нынешней власти вот по поводу выхода из сложившегося кризиса. Я бы хотел, наверное, больше услышать, наверное, вот какой-то альтернативный взгляд. Что можно было бы сделать вот в той ситуации, в которой мы оказались? Спасибо за приглашение, Инал, спасибо за вопрос. Действительно, если отвечать на поставленный вами вопрос, нельзя не сказать в целом о проводимой политике сегодняшней властью. Это излюбленный набор терминов и аргументов, которые мы слышим последние 4 года о том, что мы сами ничего не в состоянии сделать, необходимо поделиться частью суверенитета, необходимо отдать крупному олигархату часть своих активов. То есть это как бы та парадигма, в которой существует действующая команда. Мы категорически отвергаем, в принципе, саму мысль, потому что эти все разговоры направлены на то, чтобы убедить наш абхазский народ, народ-победитель, в том, что все, черта подведена, лишить вот той общей надежды о том, что мы в состоянии сами содержать, развивать свое собственное государство. И, по сути, речь идет о том, что люди ведут нас к тому, чтобы демонтировать проект независимого абхазского государства. Я считаю, что вещи надо называть своими именами. Вы сказали об альтернативе. Если говорить о текущем бюджете, проект бюджета на следующий год, о бюджете этого года, который уходит, и предыдущие периоды, вся эта политика, она, если вот крупными мазками говорить, она вот бросается в глаза, видно, что нет никакой приоритизации. То есть, возвращаясь к первой части, то есть приоритет номер один, и он единственный у сегодняшней команды, это приоритет, направленный на то, чтобы демонтировать абхазское государство. Какая альтернатива? Альтернатива – это выстраивание приоритетов развития нашего независимого свободного государства. Если мы выстраиваем приоритеты, если мы конкретно обозначаем задачи, тогда и расходы государственного бюджета, и весь государственный аппарат, он направлен на реализацию этих задач. А приоритеты у нас, в первую очередь, это демография, это образование, это здоровье нации, это оборона,
это развитие абхазского языка и так далее. Все те болевые точки, которые есть у любого, наверное, государства в той или иной мере. И мы не видим ни в проекте бюджета, ни в работе государственной машины, что люди нацелены на решение этих вопросов. И поэтому альтернатива заключается в том, чтобы выстроить четко приоритеты, разработать и принять долгосрочную государственную программу и в соответствии с этим документом двигаться вперед последовательно и поступательно. Например, если говорить о сельском хозяйстве, о крестьянах в целом. Ведь село сегодня предоставлено само себе. И не только в вопросах экономики. Здесь речь идет и о культуре, и вообще в целом информационное покрытие. Ведь в селах сегодня люди собираются только на какие-то мероприятия, связанные с торжеством или похоронами. Нет никакой культурной программы. Мы в села не ездим. У нас большое количество ансамблей, несколько театров, которые финансируются из средств государственного бюджета. Просто нужно поставить перед ними задачу. Кстати, это уже было один раз сделано при Геннадии Леонидовиче Гагуле. И опыт показал себя только с лучшей стороны. Нужно ездить по селам, общаться с людьми. Не только когда касается выборов, мы все ездим, а постоянно, на постоянной основе. И поэтому приоритет номер один. И не может быть отдельно взятого одного или другого направления. Они все взаимосвязаны и взаимодополняющие. Допустим, если мы говорим о демографии, мы должны говорить в первую очередь о селе, потому что качество демографии тоже имеет значение. У нас же нет задачи наполнить Абхазию количеством. Нам надо это количество еще наполненное качественным содержанием, духовной составляющей нашего народа. Абхазский проект независимого государства нацелен в первую очередь на то, чтобы абхазский народ имел возможность реализовать себя на этой территории. И не просто наполнить свой холодильник, что тоже немаловажно, конечно, но и развивать свою культуру, свой быт, свою этот особенный колорит. И это, в принципе, наша миссия. Для этого и нам и нужно наше абхазское государство. Но, к сожалению, этого всего не делается. И, в принципе, мы видим, что и наметок к этому никаких нет. Аслан Джани, он говорит, что, в принципе, собственных ресурсов у нас не так много, то есть и этих ресурсов недостаточно для того, чтобы что-то изменить в экономике, и поэтому, в общем-то, требуются инвесторы, и он приоритет, по большому счету, это на таких крупных инвесторов делает, российских инвесторов. Какая у нас вообще альтернатива? Как мы можем вообще заработать условно говоря, мы не хотим инвесторов таких крупных, которые придут и будут создавать анклавы, свои, свои анклавы, где абхазской государственности наверное, даже и пахнуть не будет, наверное. Но какая у нас альтернатива есть? Какие источники у нас возможны, которые мы, может быть, и не использовали, чтобы сделать какое-то поступательное движение вперед в этом плане, Вот сейчас про энергетику говорят, нужно обязательно президент считает, надо разгосударствление, допустить крупных российских инвесторов до приватизации и так далее. Пока речь идет об аренде, но мы понимаем же, что это такой некий промежуточный этап к этому действию, но веры в своих ресурсы абсолютно нет. Хотя, я так понимаю, все-таки у нас есть сложившийся за 30 лет кое-какой бизнес. Есть даже крупный, относительно крупный, есть средний бизнес, есть мелкий бизнес, который, в общем-то, привык рассчитывать исключительно на свои ресурсы, учитывая, что у нас, в общем-то, банковская сфера не дает каких-то хороших кредитных линий, не предоставляет, и долгосрочных кредитов не дает, но, тем не менее, у нас бизнес, он достаточно активно, сам себя подпитывая, развивается. Но с другой стороны, исполнительная власть не видит в этом перспектив. Есть ли у нас перспективы в этом? Безусловно, есть. Во-первых, когда мы говорим, что исполнительная власть не видит в этом перспектив, нам нужно вернуться в период до 2014 года.
вы понимаете, денег не хватать будет всегда. Нет ни одного государства в мире, если вот сейчас даже проанализировать, где вам скажут, что у нас предостаточно денег. Даже в Соединенных Штатах Америки, если вы посмотрите, там сейчас идут дебаты там, в Сенате, в Конгрессе, там все касается денег, правильно? Там помощь Украине увеличить, уменьшить. Везде будет не хватать. Это постоянная, перманентная история. Это нормально, этого бояться не надо. Вопрос в другом. А вопрос в эффективности тех денег, которые вы тратите. Вот с этим у нас большая, огромная проблема. Вот я пример привожу. Та же самая команда, которая сегодня во власти находится, я имею в виду руководство, правительство, экономический блок, та же самая команда с 2010 года по 2014 год получила безвозмездной помощи со стороны Российской Федерации порядка 1 миллиарда рублей, 1 миллиарда долларов США, прошу прощения. Эти деньги были потрачены на какие-то рекламные проекты типа стадиона и так далее. Да, были какие-то направления профинансированы необходимые, но вот так вот в целом, чтобы изменить Абхазию, этого мы не увидели. Даже энергетический вопрос. Если бы часть этих денег была направлена на энергетику, конечно, мы сегодня не имели бы таких проблем. Более того, энергетическая отрасль приносила бы нам существенный доход. Вот для примера, вот есть известный план Маршалла, да, 48-51 год. Он известный, потому что он успешный. Так вот, для сравнения хочу вам сказать, что по вот этому плану Германия получила на тот период всего 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы, страна с населением 240 тысяч человек, получили миллиард долларов. И Германия с населением на тот период 67 миллионов человек, полностью разрушенная после войны, вы прекрасно понимаете, они сумели эти деньги эффективно использовать, и сегодня это ведущая экономика. Там все-таки инфляция. И если даже сопоставлять инфляцию 1 к 1, там 1 к 10, но соотношение населения 270 раз мы меньше, чем тот уровень. Поэтому тут это несопоставимый вопрос в эффективности. Потом маленький пример из нашей сегодняшней жизни. Вот по причине того, что были последовательные неэффективные решения, приняты правительством, увеличилось потребление электроэнергии в Абхазии, кратно увеличилось. И когда социальный тариф закончился, наш партнер сказал: все, мы не будем вам давать электроэнергию просто так на ваш майнинг. Тут же сумело правительство найти 935 миллионов рублей. То есть эти деньги же были, их же можно было найти на какую-то другую, более приоритетную задачу, не допустив ошибку по электроэнергии, и найти эти деньги. А 935 миллионов рублей, если даже говорить о социальной стороне, то это как минимум 8 школ новых, вот с нуля построенных. Но если там не воровать при строительстве, это 15 детских садиков, это дороги, это много направлений можно было. Да в ту же энергетику мы вложили бы 935 миллионов, это, я еще раз повторю, за 1 год. А если была бы принята программа, рассчитана на 5 лет, вот миллиард в год, это 5 миллиардов. За 5 миллиардов, уверяю вас, мы проблемы с энергетикой точно стабилизировали бы до того уровня, чтобы мы могли уже двигаться уверенно вперед. Не в кризисной ситуации находиться, а уже двигаться вперед. То же самое сельское хозяйство. Если бы мы сегодня на эти же деньги, я почему про эти деньги говорю? Вот яркий пример, да, там гораздо больше можно. Это содержание государственного аппарата, бесчисленное количество этих увеличивающихся министерств и так далее. Мы видим в проекте бюджета, вот не так давно стало общественности известно, планы по расходу Минобороны, когда там львиную часть денег собираются люди потратить на приобретение дорогих внедорожников. Но это же глупость, да, когда у вас проблема внешнего вооруженного нападения, она все-таки не иллюзорная какая-то, она реальная. Ну, тратить на дорогие иномарки, ну, это просто, кощунственно, на мой взгляд. Вот отсутствие приоритетов, отсутствие вообще понимания того, что вот это наше государство, да, я прослеживаю не только со стороны там главы государства, целого ряда крупных чиновников. К сожалению, это для себя я объясняю таким образом. Значит, это мышление автономной республики.
того периода. Это люди были сформированы еще тогда, когда на охотном ряду в Москве был госплан, там все это решалось, спускали там план, спускали финансирование. Это для них комфортная максимальная среда, не нужно было самому что-то думать, и они интуитивно внутренне к этой модели тянутся. Вот в чем проблема. То есть государство у нас независимое, а аппарат управления внутренне идеологически к этому не готов сейчас. И вот у нас идет вот это расхождение. И уверяю вас, в таких условиях, пока такие люди будут принимать ключевые решения, какие бы деньги у нас с вами не были, миллиарды долларов, все равно мы не сможем сдвинуться вперед. Это факт. Я вот на прошлой неделе вышла статья известного российского политолога, наверное, одного из крупнейших специалистов по вот, бывшему Советскому Союзу. Он в своей статье, где он пишет про Абхазию, он приходит к выводу, исходя из вот той тенденции, которая существует, о том, что идет некий процесс сворачивания абхазского проекта. Он как бы, в общем-то, достаточно так культурно это говорит, но есть ощущение, что, в принципе, он мог бы, наверное, еще и больше сказать. У меня такое было ощущение, потому что он такой человек тактичный, не рубит обычно с плеча, но как бы его намеки, они весьма прозрачны. И вот мне кажется, вот я исхожу из мысли, что вот я последний год-два пытаюсь как бы вспомнить вот эту повестку власти, да, там, которая там и выдвигается, и продвигается и так далее. И мне кажется, что эта повестка, она калька от тех там 45 пунктов по гармонизации российско-абхазского как бы сотрудничества, да, то есть, в общем-то, а где абхазская повестка? Вот мне хочется узнать, где вот эта абхазская повестка. Если мы все время как бы пытаемся думать о том, как бы гармонизироваться, в общем-то, а для чего гармонизироваться, если своей абхазской повестки нет? Вот мне хочется увидеть, услышать у вас, в чем заключается наша абхазская повестка? О том, что где-то сохранится вывеска, там у нас будет герб, флаг, гимн и так далее. Но, в общем-то, внутреннего содержания, наверное, в общем-то, может и не быть, если мы вот с такой частотой будем как бы размывать вот эту, как бы все те чаяния, которые мы долгие годы пытались увидеть в абхазском проекте, вкладывали, а сейчас, в общем-то, идет вот некий, ощущение, что идет некий демонтаж. Может, я ошибаюсь, я не знаю, я бы хотел бы услышать ваш взгляд на эту проблему, и как бы я ищу вот ту повестку, за которую мы могли бы зацепиться. Ну, абхазская повестка, безусловно, это независимое, социальное, справедливое абхазское государство. Еще раз повторю, где абхазский народ может себя реализовать, может развивать свою культуру, и не просто внутри Абхазии, и транслировать эту культуру всему миру. Уверяю вас, наша культура, и вы это знаете, и она очень богата, даже если сравнивать с европейскими, там, высокоразвитыми странами там, и с другими, неважно, сейчас без сравнений. У нас есть чем поделиться с миром. И это наша повестка, это наше государство. Мы будем строить независимое, социальное, справедливое государство. Другой повестки здесь быть не может. Все остальное, вы абсолютно правы, когда вы говорите о том, что есть некий план гармонизации, есть разные планы. Я, работая в правительстве, видел много безумных идей с разных сторон. Но проблема в чем? Это практика жизни, она такая. Мир недружелюбный. Нет в этом мире никого более заинтересованного в абхазском проекте, нежели мы сами. Так, это природа человека такая. И когда у вас нет своей собственной повестки, когда вы ее не продвигаете, конечно, будет преобладать иная повестка. И вот то, с чем мы имеем дело. Конечно, свернуть абхазский проект, абхазское государство, эти идеи не новые.
Это идеи начинаются еще с момента развала Советского Союза. Да, внутри Советского Союза, вы помните, да, мы были как независимая республика, потом стали автономией. Всегда с какой-то стороны есть определенные силы, которые считают, что надо поглотить Абхазию, абхазский народ. Это нормальный процесс. Это ничего в этом такого экстраординарного нет. Во всем мире это происходит. Но наша позиция должна быть четко выражена. Еще раз повторяю, тот политолог, о котором вы говорите, он же, наверное, опирается не только на мнение ваше, мое, он опирается на мнение руководства Абхазии, которое выражается вот такими эпитетами, когда надо поделиться частью суверенитета. Мы сами ничего не можем. Инвестор. Ведь вообще сам по себе инвестор, инвестиции – это неплохо, это хорошо. Но инвестор – это инвестор, а олигарх, который имеет колониальное мышление и хочет за гроши скупить нашу Абхазию, наши ресурсы, и наш народ оставить ни с чем, это уже не инвестор, это колонизатор. Мы зря стали это слово использовать в обиходе и вообще сделали его чуть ли не ругательным в Абхазии благодаря действующей власти. На самом деле инвестор – это хорошо, а вот колонизатор – это плохо. А как работают колонизаторы? Колонизаторы опираются всегда на продажную горстку элиты внутри того или иного государства. Яркий пример, практически весь африканский континент, взять его историю. Можно и Китай вспомнить, определенные исторические периоды и так далее. Поэтому, если мы здесь внутри у себя не наведем порядок, всегда мы будем подвержены вот этому риску. И политологи, не только политологи. Ну да, есть определенные силы и в Москве, может быть, и в Тбилиси, безусловно, в Стамбуле, где-то в Вашингтоне, которые считают, что проект Абхазии надо демонтировать. Но это не значит, что мы должны с этим соглашаться. Мы, наоборот, должны агрессивно, обоснованно, опираясь на свои позиции, двигаться вперед. И у нас все получится на самом деле. У нас есть для этого все. Если бы мы были бы страной без ресурсов, без соответствующего климата, без такой плодородной земли, выхода к морю, со своей генерацией, что немаловажно, электроэнергии, мы имеем свою генерацию на своей территории. Вот в Южной Осетии, например, у них этого нет, возможностей даже нет. И мечтать они об этом не могут. А у нас это есть. Наша задача просто, еще раз возвращаясь к началу, выстроить приоритеты, четко расписать план действий. Без этого никто не может и никто не развивался. И двигаться вперед. Повернуться лицом к селу, повернуться к социально незащищенным слоям населения, включить весь народ в работу над строительством государства, а не так, как сейчас это происходит, в кулуарном режиме принимаются решения. Я бы вообще, честно говоря, может быть, в перспективе рекомендовал бы и парламенту, и вообще юристам проработать такую норму, закон, который будет отменять или не позволять вступать в силу закону или международному договору или еще любому другому решению, которое не было обсуждено публично. Потому что это соответствует нашей ментальности, нашему духу. Поэтому бояться этого не надо, никакого сворачивания абхазского государства не будет. А то, что происходит сейчас, это тоже хорошо на самом деле, если вот так вот далеко отойти от этого инала. Это тоже опыт нашего государственного строительства. Это наш собственный опыт, который мы обязательно должны учесть в будущем. Сейчас вы говорили про энергетику, про то, что мы сами должны, в общем-то, что есть возможность у нас самих разрешить эту проблему. Как раз вот в этот момент, когда идет запись, в общественной палате идет дискуссия, то есть пригласили людей, экспертов и так далее, людей, которые работали в энергетике, курировали энергетику и так далее, то есть людей достаточно осведомленных и пытаются выяснить, в общем-то, перспективы выхода из этого кризиса. Я бы, наверное, все-таки хотел бы знать про ваш план.
как быть, допустим, с теми же перепадами? Понятно, сейчас речь идет, сейчас первое, там, что передавать вот эти 3 перепадные там, в аренду или нет, там, и там очень много как бы здесь взаимосвязано. Перепадные – это вот один этап, да, следующий этап уже будет, наверное, сети и так далее, учитывая, что вот как бы один шажок сделал, второй шажок. Вот какой должна быть наша энергетика, чтобы мы, в общем-то, и генерацию имели нормальную, и тариф нормально имели, и чтобы, в общем-то, это была качественная энергетика. Начнем с тарифа. Тот тариф, который принят правительством, конечно, это безумие. 2 рубля 70 копеек – это неподъемная цена для наших жителей. Пенсии не растут, зарплаты не растут, доходы населения не растут. Конечно, в этих условиях поднимать так резко тариф – это просто издевательство. Поэтому, кстати, это и привело к резкому спаду процента собираемости. То есть это алогичное решение. Что нужно сделать? Конечно, при сохранении социального тарифа, никто не говорит, что там люди не должны не платить за электроэнергию. При сохранении социального тарифа здесь надо внимательно изучать, потому что нельзя делать так, чтобы житель села там Дурипш или Пакуач платил столько же, сколько там какой-то бизнесмен там, в городе Сухум. Это несоизмеримые вещи. Здесь нужно внимательно посмотреть, чтобы люди могли платить без серьезного ущерба для своей жизни. Если людям есть будет нечего, тогда зачем им электричество? Это первое, что касается тарифа. Второе, конечно, первые шаги. И надо справедливости ради сказать, сегодня Черноморэнерго этим усиленно занимается. Первые шаги, это, конечно, нужно направить на то, чтобы увеличивать собираемость. Но это приборы учета. Лучше в мире никто ничего не придумал. То есть приборы учета – это увеличивается собираемость. Потом инвестиции в энергетику. Когда мы говорим об инвестициях, мы почему-то все это связываем с разгосударствливанием. Правильно? Если уже и говорить об инвестициях, то действующий закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, он позволяет привлекать инвестиции, в том числе в энергетическую отрасль, без потери собственности государства. Есть концессионное право. То есть вот вы берете, вкладываете деньги, собственность остается государственной, но у вас есть длительные, условно, контрактные отношения с государством, где вам гарантируется определенный период времени, что вы эксплуатируете тот или иной объект. То есть вот такую норму можно применить. Я считаю, что энергетическая система все-таки должна оставаться под контролем государства. Это будет гарантировать, что все-таки вот социальная составляющая этого направления, она будет сохранена. А то, что предлагает сегодняшнее правительство, это увеличение тарифа 2 рубля 70 копеек, это все направлено на того, чтобы вот эту маржу для потенциального инвестора, некого, олигарха, заложить, и чтобы ему было вот это выгодно реализовать на территории Абхазии свой проект. Поэтому первое, тариф должен быть социальный, чтобы люди могли платить. Второе, увеличиваем собираемость. Третье, уже когда мы увеличиваем собираемость, это уже будет порядка 2 миллиардов и выше рублей в год, то тогда вот эту высвободившуюся часть средств инвестиционных, которые будут у самой Черноморэнерго, и плюс можно датировать со стороны республиканского бюджета, как мы вот сейчас с вами пример приводили, 935 миллионов. Вот так раз и отдали в никуда, эти же деньги можно было бы и направить, то эти деньги надо направить уже тоже с учетом приоритетов. Например, мы все говорим о том, что перепадные надо восстановить. Согласен, нужно их восстанавливать. Но есть еще и другая проблематика. Это потери. До 20%. Если это перевести в математику, то даже 2 миллиарда киловатт-часов, которые мы потребляем, на самом деле мы же не потребляем 2 миллиарда. 2 миллиарда киловатт-часов – это то, что вышло от Ингургэс. По факту мы потребляем, почти 3 потребляем. Мы потребляем меньше, потому что потери до 20%. А это 400 миллионов киловатт-часов. 600 миллионов – это с 3 миллиардов получается. 400 миллионов киловатт-часов – это огромное количество электроэнергии. Если мы часть средств направляем, там по высокой стороне порядка 7% мы теряем, остальное 13% – это низкая сторона. Надо вкладывать сюда деньги. Соответственно, вот это большой запас.
Ну и, конечно, перепадные. Теперь по поводу перепадных. Да, здесь появилась инициатива о том, что надо там привлечь инвестиции и так далее. Ну, мы не возражаем против этого, но, опять же, если мы говорим о инвесторах, а не о колонизаторах, если мы говорим о инвесторах, вполне математически, экономически, как хотите, обоснуй любому инвестору, 50% выработанной электроэнергии он должен отдавать в энергосеть Абхазии. И, уверяю вас, те 50%, которые он сохранит за собой, ему позволят очень хорошо существовать, окупить свой проект и дальше зарабатывать деньги. Вот таким образом надо действовать. Опять же, это действовать можно в тех условиях, когда люди, которые руководят всем этим направлением, заинтересованы в том, чтобы это сохранить в лоне государства. Если люди, которые этим руководят, заинтересованы в том, чтобы это довести до максимального кризиса, а потом придавить обществу и под нажимом этих обстоятельств предложить, что все, кроме как продать, больше нет выхода. Плюс к этому они, естественно, рассчитывают на то, что когда будут продавать, они получат там определенные дивиденды и будут соучредителями, совладельцами, как это мы видим на практике. Вот эта модель. Поэтому, возвращаясь к началу, те люди, которые руководят этими процессами, их мотивация должна быть соответствующей. А решение есть. Решение, безусловно, есть. Но оно не за один день, естественно, это все можно. Это в течение 3-4 лет, уверяю вас, если правильно подойти, мы выведем ситуацию уже к стабилизации. То есть вот точки 0. Сейчас же минусовая, к точке 0, а потом уже будем тихо-тихо плюсы наращивать. Хорошо. Перейдем от энергетики к другой теме. Да? Сейчас действительно в мире достаточно сложная ситуация, непростая. И у нас, в принципе, у самой Абхазии всегда очень непростые отношения были. Да? То есть 30 лет достаточно тернистый путь был, особенно первые годы, первые 15 лет они были крайне тяжелыми, да, и когда у нас и блокада была и так далее. Но даже с момента признания, как нас Россия признала, еще несколько государств, тем не менее у нас существуют определенные, да, ограничения, да, санкции и так далее, очень большие, да, пакет направленный против Абхазии, тем не менее мы как-то свыклись с этим, да, я как-то, когда против России ввели санкции, один мой друг, финансист, он мог бы, он быстренько стал как-то какие-то советы давать россиянам, российскому бизнесу, который не привык к таким вещам, да, я говорю, слушай, говорю, ты мог бы какие-то семинары проводить, да, то есть работаешь всю жизнь вот в таких условиях. Тем не менее, конечно, это не очень радостная ситуация. Мы всегда хотели, чтобы мы, в общем-то, наше государство, оно было общепризнанным. Да? Понятно, что за день тебя никто не признает, но мы должны видеть эту перспективу 5, 10, 50, 100 лет и так далее. Но сейчас вот такая ситуация, что мы и так в общем-то, такая у нас урезанные возможности, а сейчас еще больше, мне кажется, урезается. МИД все время у нас какую-то политику изоляции проводит, да, международные организации не пускают, да, допустим, даже руководители, вот эти посредники в женевских дискуссиях, они через раз их сюда впускают в Абхазию. То есть вот такая политика, жесткая изоляция. У меня такое ощущение, что мы сворачиваем постепенно, сами. У нас и так дырочка всего была, да, вино и мир, да, сейчас мы эту дырочку тоже такое ощущение прикрываем. Я бы хотел наверное, все-таки твое мнение услышать вот по этому поводу. Да, сейчас идет вот так, вот мир разделился на две такие группы, да, но тем не менее, в общем-то, у Абхазии, наверное, мы должны, рано или поздно это все устаканится, но правильно ли наша позиция в этом плане? Да? Можем ли позволить встать в позу обиженника и сказать, вот они нас не признают, ну и черт с ними и все остальное? Я считаю, что это неправильный путь. Это, даже вы сказали, изоляция. Это самоизоляция. Мы сами себя начинаем ограничивать возможности
Ведь какое самое главное оружие 21 века, Инал? Технологии. Информация. Информация – это технология. Да. Вот мы сами себя лишаем возможности доносить информацию об Абхазии. Я категорически не согласен с тем, что нам нужно самоизолироваться. Нужно в обязательном порядке расширять эти контакты и в Европе, и везде, где можно. Ведь в том же Европейском Союзе не все политики считают, что Грузия права. Есть люди, есть силы, которые считают по-другому. А есть силы, которые пока вообще никак не считают, потому что у них нет информации. Со всеми нужно работать, выстраивать горизонтальные связи. Если у нас есть какое-то окно возможностей доносить правду об Абхазии, этим, безусловно, надо пользоваться. А самоизолироваться, что мы в итоге получаем? Мы получаем следующее. Мы очищаем поле информационное, если говорить о Европе, о странах Запада, да и вообще в глобальном мире, то мы очищаем это поле от себя и оставляем нашему противнику. И он, по сути, ему не надо ничего уже опровергать, просто будет доносить свою информацию. Вообще, если мы этой темы коснулись, у нас в этом направлении тоже нет никакой политики последовательной, понимаете? Вот я не понимаю, почему очень мало информации об Абхазии, об истории Абхазии, о культуре Абхазии. Не обязательно говорить в контексте конфликта. Можно рассказывать о нашей культуре, о нашей природе. Очень мало информации на английском языке. На английском языке сегодня говорит 1,5 миллиарда человек. На испанском языке можно там 400 миллионов человек. На португальском языке это почти 200 миллионов человек говорит, в том числе Бразилия, член БРИКС. Да? Вот, если мы берем, вот какой у нас приоритет вообще? Да? Наш приоритет, я пока не понимаю, да, вот что сегодня делается, к чему мы идем. И если мы говорим о русском языке, это 250 миллионов русскоговорящих в мире. Ну, так считается, да, плюс-минус. Но обязательно нужно доносить информацию об Абхазии везде, где это возможно. Даже там, где есть наши противники, тем более надо этим заниматься. Почему мы этим не пользуемся? Вот, например, активно пользуется этим Грузия. Там, где ресурсы дипломатические Грузии недостаточны, они всегда пользуются посольством Соединенных Штатов в той или иной стране. Посольство нашего главного партнера, союзника Российской Федерации есть практически во всех странах мира. Посольство по роду своей деятельности обязано контактировать с местными СМИ. В том числе есть там лояльные СМИ определенные. Я думаю, что Министерство иностранных дел Российской Федерации с удовольствием нам окажет поддержку для того, чтобы в тех странах, где присутствует посольство России, через вот эту лояльную информационную среду доносить информацию об Абхазии. Это очень важная работа. А донесенная информация об Абхазии до граждан той или иной страны формирует определенную политическую повестку. А определенная политическая повестка, там выборные процессы, так или иначе может оказывать влияние. Это первая сторона, что касается международного признания. Второе. Северный Кавказ. Наши братские народы. Диаспора в Турции. Ведь если взять ретроспективу с 2005 года, как мы закрыли свое представительство в городе Нальчик, Кабардино-Балкарии, до сегодняшнего дня там нет представительства. Контакты с диаспорой в Турецкой Республике сведены до минимума. Информация о том, что происходит в Абхазии, сегодня существует только на абхазском и русском языке. На турецком языке информации нет. А это огромное количество наших братьев, сестер, которые там живут. То есть в этом направлении ни в коем случае нельзя самоизолироваться. Это пагубно. То есть это в наших условиях просто неразумно на самом деле. Потому что мы просто отдаем поле нашему противнику. В отличие от нас, наш противник последовательно работает. Это можно видеть. И вот это очень легко проверяется. Сегодня вся информация есть в интернете. Но я не хочу уходить в частности, но если взять алгоритм работы тех или иных поисковых систем, вот тот запрос, который вы сделаете в Абхазии, через ту же поисковую систему, если вы сделаете его в Лондоне, совершенно будет другой результат. Поэтому этим надо заниматься. Информация, информация, информация на разных языках мира. И доносить свою правду, доносить свою позицию. Если есть международные организации, которые
работают на территории Абхазии. И если у наших граждан есть возможность через эти международные организации доносить свою правду, то этим надо пользоваться. Конечно, может быть, да, не исключено, что через эти международные организации в обратном режиме, да, будут какие-то, но на это у нас есть специальные службы. И вообще вот эта история с поиском иностранных агентов в Абхазии, она мне, честно говоря, очень не нравится. Это вообще новое что-то в истории Абхазии, и это категорически отвергаю. Если речь идет об иностранных агентах, то по практике, то, что мы все видим, слышим в истории, в новостях, то вообще агентура в первую очередь формируется в коридорах власти на самом деле. Да, не где-то там в экспертной среде. И на самом деле там надо искать. А если говорить уже вот этот вопрос, как бы за ним идет второй, когда в последнее время мы стали слышать о том, что здесь есть некие антироссийские силы, да? Давайте я вам пример приведу. Вот действующая власть пропагандирует вопрос государственной дачи Пицунда, что нужно отдать безвозмездно в собственность и юрисдикцию поменять и так далее. При этом глава государства ездит по районам и рассказывает нашим гражданам о том, что если мы этого не сделаем, да, параллели приводятся. Мы же хотим, чтобы Россия нас защищала, мы же хотим, чтобы Россия нам оказывала поддержку. То есть в первой части вопрос госдачи, во второй части задается вопрос в общество. Соответственно, вывод простой. Если мы не отдадим государственную дачу Пицунда, то Россия там прекратит защищать, прекратит финансировать. То есть очень сильно обидится. Да. То есть таким образом недальновидная политика руководства страны приводит к тому, что в глазах наших граждан Россия выставлена вымогателем. Так я хочу задать вам вопрос. Кто тогда является катализатором антироссийских настроений в Абхазии? Более того, сейчас в Российской Федерации в следующем году выборы президентские. Через 2,5 месяца буквально, 17 марта. Насколько я сейчас слышу, вопрос государственной дачи с какими-то оговорками техническими, не имеющими никакой правовой основы, хотят сейчас рассмотреть, вынести под давлением исполнительной власти в парламенте. Вот я задаю вопрос. Тот, кто это сейчас инициирует, вот эти вот процессы, когда огромная часть общества, я, пользуясь случаем, хочу и слова благодарности выразить нашим деятелям культуры, науки, интеллигенции в целом, которая активно в этот раз, как никогда, выразила свою позицию. Вот все эти люди высказались. И сейчас в этих условиях, еще с таким вот соусом, да, что это вот Россия давит и так далее, вынося этот вопрос в парламент в конце года, понимая, что через 2,5 месяца в Российской Федерации выборы, и вот провоцируя здесь вот такую ситуацию, кто является иностранным агентом? Ну, давайте уже по-серьезному говорить, если мы уже об этом начали говорить. Надо же выводы и вещи своими именами называть. Поэтому я бы эту вообще тему очень осторожно обсуждал. А те вот попытки, отличиться, что ли, там перед кем-то, да, мы же тоже общаемся и в Российской Федерации, у меня лично есть контакты на разных уровнях. Слушайте, но всегда возникают вопросы, где можно спорить. И нужно спорить. Это нормально. Родные братья спорят. Это же нормально. Но если просто делать, все, что говорят, и более еще хуже пытаться угадывать, что хотят, там, да, вот пойти там выслужиться, это не красит, во-первых, наших чиновников. А поиск врагов внутри своего народа, подставлять свой народ, абхазский народ, перед кем-то извне, это в высочайшей степени подлость. И в истории Абхазии мы это уже проходили, и вы знаете об этом. Поэтому я считаю, что категорически нельзя отвергать возможность выхода на международную арену. Те или иные конфликты, история, буквально любой учебник истории, мы видим, что любая война заканчивается. Мир на той или иной основе, он приходит в порядок. Возникает, я считаю, что сейчас вообще формируется новый мировой порядок, но тем не менее он будет. Не может существовать
Россия в отрыве там, от европейских стран или европейские страны от России или Россия от Китая. Это все страны, они народы взаимосвязаны. Так или иначе это все будет сосуществовать. История об этом говорит. И выключать себя из этого будущего мира, ну, это просто недальновидно и глупо. Я бы хотел, наверное, на последнем завершающем моменте остановиться. Вот у нас вот хронически так сложилось. Мы, в принципе, общество, слава богу, демократическое условно, да, у нас такая, может быть, патриархальная такая демократия, но она и есть как бы такая демократия, не писанная, да, там мы всегда как-то привыкли к тому, что законы пишутся, но мы живем некой параллельной жизнью, но тем не менее вот эта демократия, которая там прописана у нас в Конституции, у нас есть своя такая демократия, где мы, в общем-то, привыкли как-то сообща решать вопросы, там, конфликтные ситуации и так далее, и из кризисов тоже вот так выходим, да, но, к сожалению, у нас такая тенденция в кризисах, да, вот накипит, вот как бы мы не создаем этих площадок, где вот постепенно можно в постоянном режиме решать какие-то, обсуждать проблемы, решать и так далее, то есть мы вот как бы ждем, что вот сейчас вскипит, и тогда вот как бы пытаемся всем миром решать этот вопрос, потом иногда там Мираба Кишмария приводим, и он там нас, в общем-то, разбороняет. Но, тем не менее, вот такая тенденция, и мне кажется, это исходит из того, что у нас, вот мы, власть, вот любая команда, которая приходит к власти, она, тем не менее, вот и купирует, как бы, условно говоря, купирует, приватизирует вот эти всякого рода площадки, да, там, и там главная площадка может быть наше телевидение, да, вот родное, дорогое абхазское телевидение, и все время решается вопрос там, предоставить эфир оппозиции или какому-то иному другому мнению или нет. То есть это не стало такой обыденностью. Да? И вот сейчас опять же, да, там, вот в тот момент, когда идет запись, я знаю, что представители объединенной оппозиции, они там сейчас вот находятся на встрече у Александра Анквабы, уже там несколько дней решают этот вопрос, там, быть эфиру прямому или нет. Там, то есть как вообще вот создать эту ситуацию, чтобы у нас, в общем-то, вот сама система управления соответствовала вот тем традициям, которые были изначально как-то заложены там испокон веков в абхазском обществе. Потому что вот у нас как бы традиции есть, а вот пытаются, наверное, нас вот изобразить, как в других каких-то странах, знаешь, где авторитарный режим, да, окружить себя там как бы охраной, окружить там забором, там, я не знаю, там скоро водометы, наверное, подгонят, еще так далее. Ну, то есть абсолютно несвойственным нам вещам, да, то есть, но при этом мы понимаем, что вот есть кризис, мы вот как-то не сошли с этого момента. Как нам сделать так, чтобы это действительно вот это внутреннее наше содержание соответствовало таким реальным внешним факторам, то есть в самом государстве? Ну, вопрос очень широкий на самом деле, и здесь отвечать на него однозначно не получится. В этом направлении нужно двигаться с двух сторон. Это иллюзия считать, что только лишь изменить законодательство мы решим проблему. На самом деле нет. Если касаться законодательства, конечно, мы уже давно назрела пора выбирать, например, парламент по смешанной системе. Потому что мы видим, да, определенное, вот когда люди говорят, вот там, где оппозиция, где там слабая, сильная, такая, характеризуют, да, это о чем говорит Инал? О том, что люди же не говорят, где парламент наш, где общественная палата, где совет старейшин. То есть они уже туда даже не смотрят. Они смотрят на оппозицию и говорят, где оппозиция, где вы, в конце концов. То есть это говорит о том, что институты, в принципе, заложенные в Конституции как институты балансирования в том числе, они сегодня, наверное, не могут до конца выполнять тех функций. Хотя парламент, надо отдать должное, пока еще не проголосовал ни за одну антинародную инициативу от исполнительной власти. Но общество требует большего.
Не просто сопротивляться, но и выполнять свои возложенные народом функции. Этого не происходит. На мой взгляд, нужно переходить к смешанной системе выборов в Народное собрание, парламент Республики Абхазия. Кстати, с этим практически все согласны. Но вот. Ничего никак не поменяется. Ну и не меняется. Второе, конечно, потом в последующем, когда парламент мы сможем реформировать, когда у нас парламент превратится не просто... Вот у парламента сегодня и представительские, и законодательные, да, вот, полномочия, функции. И по сути, как там один депутат сконцентрирован полностью на представительных функциях, второй на законодательной части, третий вообще ни там, ни сям. Там. И вот это вот происходит немножко вот такой вот дисбаланс, по сути. Но парламент должен еще и двигаться, да, вперед, двигать общество. Поэтому вот все-таки смешанная система. Потому что партийная система, ну, опять же, это ничего нового здесь нет, это мировая практика, она показала все-таки определенный результат. Почему? Потому что когда депутат парламента избран от партии, он несет ответственность и перед избирателем в широком смысле, не просто перед избирателями округа, а перед избирателями всей Абхазии и перед своей собственной партией. Плюс у депутата появляется определенный такой сзади него определенный офис, да, рабочая машина, которая дает возможность его наполнять содержанием. И там юридический аппарат парламента сегодня, к сожалению, ну, он мало финансируется, там нет таких возможностей, чтобы этим заниматься. И с другой стороны, допустим, да, вот если депутат парламента отошел от той повестки, с которой партия выходила на выборы, партия его отзывает и меняет другим депутатам. И что немаловажно на самом деле, не хочу сейчас никого обижать, тех, кто сегодня избран в парламент, это все достойные люди, но в обществе очень много достойных и опытных людей, которые в текущей системе избраться в парламент не имеют никаких шансов. Да. Если будет партийная система, партия всегда будет стремиться к тому, чтобы вот таких знаковых людей вовлечь в свои ряды и вот с помощью вот этих имен добавить себе определенный рейтинг и потом их привести в парламент. Это тоже вот в этом плюс. Теперь, если идти к полномочиям президента. На самом деле, суперпрезидентская страна, какой мы являемся, да, полномочия, если взять, это, ну, вопрос эволюционный. Он возник еще в период, когда, ну, до войны, когда и депутаты Верховного Совета противостояли грузинской стороны. Там было необходимо, чтобы представителю Верховного Совета было жесткое подчинение, потому что там экстремальные были условия, а после войны и во время войны тем более, да, то есть главнокомандующий должен решения принимать молниеносно, там, и эти полномочия были оправданы. После войны, уже там, тот период, когда мы получили признание Российской Федерации, началась поддержка, помощь. Вот на том этапе, мне кажется, нужно было тихо пойти вот этим путем и по парламенту, о чем я говорил. Кстати, об этом предупреждал известный покойный ныне юрист Зурабачева. Он же прямо сказал, что в будущем в действующей модели Конституции заложены, значит, такие риски, что к власти может прийти корыстолюбивый, властолюбивый урод, в буквальном смысле, да, я вот его цитирую, который ни на волос не отойдет от действующего закона и будет делать все, что хочет, и народ его остановить не сможет. На самом деле здесь, конечно, нужно очень глубоко над этим работать. Вот была конституционная реформа задуманная, да, исполнительной власти совершенно недавно, и комиссия была конституционная. И они еще рекомендации дали, выводы сделаны были, рекомендации дали, но дело над этим все и закончилось. Но комиссия отработала. По факту комиссия дала определенные рекомендации, президент взял собственные рекомендации и отправил в парламент. То есть я не понимаю, зачем была создана эта комиссия, если ее мнение было не учтено. И в целом этот разговор серьезный. Вот если говорить о законодательстве. А есть вторая часть, она гораздо шире, гораздо глубже. О ней, я думаю, вообще отдельно стоит поговорить, но я просто пару слов скажу. Если мы говорим о своем государстве, абхазском независимом государстве, то не стоит забывать следующее. Ни одного государства, ну, успешного государства нет в мире без собственной элиты,
которая нацелена на национальные интересы. Вот формирование собственной абхазской элиты, которая на интуитивном уровне знает, что такое национальные интересы, с этим у нас большие проблемы. Здесь нужны серьезные инвестиции в систему образования, нужно выращивать кадры, воспитывать людей. Но это очень широкий, длинный разговор. Но одно без другого работать не будет. Почему? Потому что законодательно мы можем изменить все, что угодно. Мы можем создать конструкцию, но наполнить ее качественным содержанием в нынешних условиях будет тоже сложно. Но мы будем все-таки закругляться. Адгур, у нас еще где-то минута остается, учитывая, что вот как бы Новый год на носу, может, можно пожелания какие-то. Ну, конечно, пользуясь сегодняшней возможностью, я бы хотел поздравить наш народ с наступающим Новым годом. 2024 год весьма непростой, интересный. Будут серьезные события в мире происходить. И выборы президента Российской Федерации, выборы в парламент Грузии в октябре месяце 2024 года, выборы в Соединенных Штатах Америки, на Ближнем Востоке ситуация, на Украине определенные, я думаю, тоже будут процессы происходить, какой-то стабилизация этого конфликта. И это такой непростой период, где нам, абхазскому народу, нужно как никогда быть сплоченными, дружными, любить, ценить друг друга. А те противоречия и проблемы, которые сегодня существуют, они все преодолимы на самом деле. И то, что происходит даже негативное сегодняшней нашей Абхазии, это тоже плюс. Это тоже наш собственный опыт, который обязательно мы должны учитывать и учтем, чтобы больше этого не получалось. А так, конечно, в каждый дом, в каждую семью я желаю благополучия, чтобы все были здоровы, все были живы, счастливы. И еще раз хочу сказать, что унывать ни в коем случае нельзя. У нас обязательно все получится. Мы с вами построим очень успешное, развитое государство. Спасибо. Я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. И всех с Новым годом, всем желаю здоровья, счастья. Надеюсь, оно будет общем для всех. Да, и я еще раз напомню, что сегодня мы говорили о сегодняшнем дне и о перспективах на будущее с лидером Абхазского национального движения Адгуром Ардзинбо. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Вы можете видеть нашу передачу на телеканале Абаза, видеть передачу на YouTube-канале одноименном «Чегемская правда», на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su, на одноименной странице Facebook. В общем-то, если вы захотите увидеть это, то увидите. До свидания, счастливо, Адгур, спасибо. Спасибо вам. Всех благ.